Почти 6 лет прошло со дня трагедии в Омской казарме. В Башкирию живыми тогда вернулись только двое. Рустам Набиев, за судьбой которого сейчас в соцсетях следят больше миллиона человек. И Владимир Петров, о жизни которого почти ничего не было известно. Его недавно доставили на лечение в военный госпиталь, куда, кстати, попасть ему удалось не сразу. Десантника навестил вице-премьер Эрик Сагитов. Как сложилась жизнь солдата-срочника, узнала Анастасия Ильчебаева. Никто кроме нас. Несмотря на то, что служба ВДВ для него закончилась трагедией, он все равно предан девизу десантуры. К голубой тельняшке Володя Петров стремился еще со школы. 11 июля 2015-го он принял присягу, а уже на следующий день его мама и бабушка будут плакать, вспоминая, как их ребенок рвался в армию. Он только хотел ВДВ. Для него это было святое. На момент записи этого интервью родственники еще не знали, сможет ли Володя восстановиться после травм. Домой он вернется лишь после 10 месяцев, проведенных на больничной койке, на своих ногах, вопреки заверениям омских врачей о необходимости ампутации. И вот спустя почти 6 лет он вновь в больнице. Старые раны дают о себе знать. На руке 12 июля 2015-го, второй день рождения Володи и день смерти его товарищей. И он слышал, лежа вместе с ними под завалами, как они умирали. Сослуживец меня дергал за ногу, я прям чувствовал. Вот никакой боли не чувствовал, а он мне: помоги, вытащи. Я пытаюсь как-то с ним разговаривать, успокоить. Но он на панике. Естественно, такая ситуация. И в какой-то момент он просто чувствует то, что у него все, рука расслабилась. Понимаю, видимо, то, что, видимо, умер. И после этого момента уже все, лежишь. Вот все. Вот, короче, сейчас уже я тоже следующий, значит, буду. Под завалами тогда погибло 23 солдата. Один скончался уже в больнице. Володя выжил, пролежав 4 часа под бетонными плитами. Щелка какая-то была, и в эту щелку я умудрился пальцы вытащить и начал пальцами так вот ноги болтать. И слышу, кричат: здесь живой, здесь живой. И меня просто хоть бы меня, и меня так за пальцы хватают. Держись, брат, говорит, сейчас мы тебя вытащим. И у меня просто так все. Я сразу, вот кто рядом лежит с служивцем, я говорю, меня нашли, говорю, скажи про нас, там, я говорю, естественно, сразу. Его тут же госпитализируют в Омскую областную. Открытая черепно-мозговая травма, ушибы мозга и внутренних органов, перелом тела грудины и разрыв селезенки, которую врачи удалят. А левая стопа была вывернута в обратную сторону. Ногу спасли уже московские врачи, но отголоски травм есть до сих пор. Вот этой осенью я прям вообще очень сильно загибался, скорую постоянно вызывали, прям невозможно было, висок. То есть левая сторона лица нормально, а правый отек, глаз красный, все капилляры полопались, плачет этот глаз. Володя пытался самостоятельно попасть в республиканский госпиталь ветеранов, но ответа оттуда не поступало. Тогда молодой человек обратился к Радию Хабирову, и вот сегодня он уже заканчивает курс реабилитации. Проведать Володю приехал Эрик Сагитов. Прошедшим праздником Днем защитника Отечества. Самочувствие как? Приехал сюда с головными болями. Обслуживание, конечно, врачей, все обследование, все анализы, все прошел. Хотя бы помогло, головной боли ушли немножко? Лечение шикарное, просто вообще все помогло. Вице-премьер пообщался с десантником. Эрик Сагитов вспомнил и годы своей службы в ОМОНе, когда приходилось не раз выезжать в горячие точки. В 2000-м даже не смог приехать из Чечни на похороны отца. Основная часть лечения Володи закончилась, но реабилитацию он продолжит, уже в другом отделении. Мы пришли к улучшению его состояния, стабилизации. Сейчас он у нас переводится для дальнейшего лечения с нашего стационара неврологического, уже для дальнейшего пребывания в отделении медицинской реабилитации опорно-двигательного аппарата, где будет восстанавливать свой голеностопный сустав. Недавно Володя женился, уже задумывается о детях. Но пока, говорит десантник, нужно обзавестись собственным жильем. Трагедия в Омске для него еще не закончилась. Он хочет, чтобы наконец были наказаны и те, кто принес горе в 24 семьи. Те, кто виноват в смерти молодых ребят. Те, из-за кого, зайдя в казарму, обладатели небесных беретов, небо больше так и не увидели. По всей строгости закона. За всех погибших ребят. Пацанам было от 18, самый молодой 18 лет, самый старший, по-моему, 26 или 27 лет. Жизнь только начинается. Анастасия Ильчебаева, Артур Ханов, Владимир Шевчук. Новости. Уфа.